дает, Аллах забирает. Сможет ли время затянуть раны на материнском сердце от потери единственного сына? Героическая смерть султана Хашагульгова стала большой потерей не только для родных, но и для всего народа. 28-летний командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии погиб 30 июня в Донецкой Народной Республике. С первых дней начала СВО султан Хашагульгов с честью и достоинством выполнял свой офицерский долг и ценою своей жизни отстаивал интересы государства. Он сказал: мам, как бы тебе больно не было это слышать, но я должен поехать. 30 июня султан Хашагульгов со своими сослуживцами находился возле населенного пункта Старомайорская в ДНР. Капитан Хашагульгов пожертвовал своей жизнью ради спасения других. Группа под его командованием выполняла боевую задачу в лесополосе Клевер. Заметив пикирующий в их сторону беспилотник, капитан дал группе команду срочно занять укрытие. Заметив, что старший сержант Сайгин повредил ногу, он бросился к нему на помощь и помог ему укрыться. Однако сам защититься от дрона Хашагульгов не успел. В результате разрыва боеприпаса он погиб на месте. Весть о гибели сына стала серьезным ударом для родных. Отец султана много о сыне не говорит, но горе на его лице сразу бросается в глаза. سيرن أربعة شلاشنا إيرن أصبر عدل سجني دعوة يا اشتاق حوا وسونيخي أخي شمامة ني دياني أخي شا سجلوا تسجلوا خالص واقم يتاق سمعت حبيق دعوة استعمى وارزوم. Указ о награждении султана Хашагульгова за этот героический поступок был подписан президентом России Владимиром Путиным 29 октября. Есть события, которые одновременно вызывают и горечь, и гордость. Такие чувства я испытал, получив известие, что еще один наш земляк удостоен высокой военной награды. 28-летний командир штурмового отряда 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа погиб, выполняя боевую задачу в районе населенного пункта Старомайорская в Донецкой Народной Республике. 30 июня штурмовая группа под его командованием выполняла боевую задачу. Ценой своей жизни капитан Султан Хашагульгов спас от смерти старшего сержанта Сайгина. Такими бывают настоящие командиры. В семье Хашагульговых это второй герой России. Султан был двоюродным братом всем известного нам героя России Султана Юсуповича Хашагульгова. Такие люди являются достоянием нации, и мы должны чтить их и помнить, воспитывая на таких подвигах подрастающее поколение. Дал геш долцен дал кахитом болб, эссан бол турпылхой дал со бахоп голайкамын. Настоящий боец и герой султан Хашагульгов, как истинный патриот и настоящий защитник Отечества, не смог остаться в стороне. С момента начала СВО у него только пару раз получилось приехать в регион. На связь с родными султан выходил редко, всегда отправлял короткое СМС: «Жив, здоров, все хорошо». Практически не делился подробностями с полей сражений. Никто не сомневался в моих решениях, какие бы я ни выбрал. И все, каждый второй говорит: командир, мы с тобой. Самые частые мысли, которые посещают тебя в тяжелые периоды? Ну, таких мыслей нету. Если у тебя будут такие мысли, ты растеряешься. Я всегда знаю, что обо мне думают, что меня поддерживают все. Это невосполнимая утрата, отмечают родственники, но всем им приятно, что заслуги их племянника, его храбрость, мужество и самоотверженность высоко оценены руководством страны. Командир Хансарцаржа Хатсун Казахвар, Алгайм Хати Буц Бацраз Нохчивар, Хаскивар, Камел Дутсмогш Догделхш, так Дегичердар Цардя Камел, Шейвозер Дарс, боевое братство, я Садошты Каская Лаялч. Шейвош Вольге Цар Тахан Лахтаж до картина с героя Елтра, Ига Цар Цамаснин Азбица Чамбаркала Албизм. Герой Ханар Лахан Ишамат. دي والاسمه يسوي عليه سلطان خاهم قداس الخان يا خير رزق ها سجاشي مي. Буквально за неделю до смерти у султана Хашагульгова родилась дочь. Родные делятся, что ничего он так в жизни не ждал, как ее появление. И даже находясь на поле сражения, выполняя серьезные боевые задачи, сам выбирал имя для своего первенца. Назвал свою малышку Анисой, но увидеть ее так и не успел. Она родилась в понедельник, 24 июня. Новости я узнала в воскресенье. Ночью. Как сильно он ждал появления
девочки. Очень сильно. Он все время очень так торопился. Сейчас я понимаю, почему он торопился. Султан Хашагульгов женился в 2022 году. С супругой Аминой они строили большие планы на будущее, но так и не смогли реализовать их и спокойно пожить. Амина всегда гордилась своим выбором, проявляла терпение, молилась за него, ждала, поддерживала. Однако у судьбы были свои планы. В субботу, до того, как это случилось, я ему написала, что, скорее всего, скоро это все закончится. Видишь, говорю, это наш год, такой хороший год. Аниса родилась, говорю, это все скоро закончится, ты приедешь домой. Говорю, наконец-то у нас будет семья нормальная, что ты не так далеко будешь. Он такой, да, все скоро будет хорошо. В воскресенье последнее его было сообщение мне, что ты с Анисой выздоравливай, я все остальное для вас сделаю. Как муж, как отец ребенка, я ему все время говорила, лучшее, что я сделала в этой жизни, выбрала правильного отца для своего ребенка. Достойнейшим и образцовым Султан Хашагульгов запомнился и в юности. Учился в 7-й школе города Сунджи. Классная руководительница Фатима Зяудиновна рассказывает, что Султан оставил о себе только теплые воспоминания. Много можно говорить о Султане. Это была личность. Это был ребенок, человек, который всегда улыбчивый, добрый, всегда готовый прийти на помощь маленькому, взрослому, отзывчивый. Еще со школьной скамьи Султан Хашагульгов готовил себя к служению отчизне. Его желание связать жизнь с военным делом поддерживали родные. Сразу после 11 класса в 2013 году Султан поступил в Санкт-Петербургскую военно-артиллерийскую академию. Был примерным студентом и входил в десятку лучших в вузе по спортивной подготовке. После окончания учебы его направили в Приморский край на службу. Не стоит туда. А Шейхамадат Чаква Гуши, Бокол, Даво Гуршия. Он в Ленинградскую академию поступил. Он всегда мечтал защищать родину, отмечают родные. Его кумирами были такие ингушские генералы, как Ахмед Хашагульгов и Юнусбек Евкуров. Также в молодые годы в Афганистане несли службу его отец Адам и дядя Магомед. Их яркие подвиги, мужество и героизм служили для него примером и впоследствии повлияли на его выбор. Он всегда стремился к высшим наградам. То есть он раньше времени получил должность капитана. Незадолго до вот этих событий ему должны были преждевременно дать должность майора. И поэтому в первую очередь мне приятно, что его заслуги оценили, что оценили то, все, что он сделал за эти 2 года. Не все, значит, было не зря. Он к этому стремился, он этого хотел. Я думаю, что если бы он остался, это было бы не последнее его достижение. Гордые, но опечаленные. Сегодня все родные Султана ищут утешения друг в друге, в его светлом продолжении Анисе. У Султана 2 сестры, делятся. Если на службе он был строгим, решительным и даже жестким в решениях, как истинный офицер, то дома с родными был заботливым и любящим. Всегда смотрел с улыбкой, каждое слово говорил только мягко, никогда не ругался. Каждый раз, когда приезжал не с пустыми руками, всегда дарил внимание. Он защищал страну в непростое время. Звание Героя России стало признанием заслуг и жертвенности Султана Хашагульгова, а также важным шагом в сохранении исторической памяти о героях. Он всегда был целеустремленный. Он был очень больно говорить, конечно, больно, но тем не менее. Он изначально выбор сделал сам. Выбор был его. Да, конечно, отец его поддержал, но он знал, что военное направление, оно очень сложное. Он понимал это еще со школы, потому что характер, наверное. Заслуги Султана Хашагульгова и ранее были отмечены высокими наградами. Он был удостоен медалями за отвагу, за боевые заслуги, а также в ходе СВО была присвоена госнаграда Орден Жукова.
Он с честью нес звание офицера, до последнего вздоха выполнял свой воинский долг. Его безукоризненный подвиг стал примером мужества, стойкости, величия человеческого духа. Сегодня в зоне боевых действий сотни других ингушских парней тоже с достоинством защищают страну, а их матери с нетерпением ждут их возвращения. Есть у меня цель добиться до генерала. Я думаю, посмотрим, что будет. Все будет хорошо. Да, Англия. Султан Адамович уже 4-й уроженец из Ингушетии, который в ходе СВО удостоился звания Героя России. Ранее еще один султан из рода Хашагульговых был награжден этой же медалью. Высокое звание также посмертно было присвоено подполковнику Мустафе Бокову и капитану Адаму Хамхоеву. Диана Дударова, Султан Магушков, Магаз 24.